Здравствуйте! Как всегда в этот час расскажем о главных событиях уходящей недели. В студии для вас работает Марина Канадакова. Сегодня заключительный день выборов в Госдуму. Как обеспечена прозрачность голосования, много ли было нарушений со стороны кандидатов и кого еще сегодня выбирает Хакасия. Обо всем расскажем. В районах начался отопительный сезон, а в Абакане теплоэнергетики не только готовятся к запуску тепла, но и начали строить новую магистраль. Писателей поддержат рублем. Депутаты рассмотрели инициативу правительства о развитии хакасской литературы. Физкультура важна так же, как математика и русский язык. Ученики 11 школ республики получили достойные условия для занятий спортом. Сегодня завершается одно из главных политических событий года – выборы в Государственную Думу. В Хакасии они отметились рекордным числом участников – 10 кандидатов по одномандатному округу и 14 партий по федеральному списку. Кто станет победителем избирательной гонки, станет известно уже завтра. Голосование началось в пятницу и проходит в штатном режиме. 17 сентября в 8 утра открылись все 382 участка, включая временные. В больницах, чтобы сделать свой выбор, могли те, кто проходит лечение от коронавируса, и в СИЗО. Надо отметить, что сегодня выбирают не только депутатов Госдумы. В Усть-Абаканском районе определяются с главой, в Абазе – с депутатами Горсовета. Также своих председателей выбирают жители Аскиза, Бондарева, Вершины Тёи, Ефремкина, Рассвета, Сабинки и других сел. Безусловно, главное внимание – это федеральная кампания, которая впервые идет 3 дня. Послужит ли это хорошей явке, эксперты сказать не берутся. Но вот как объясняют свою позицию те, кто уже проголосовал. Я надеюсь, что он, конечно, будет за нас стоять. Не будет такого развала, как сейчас. Как жителю республики, как жителю города Абакана, нам бы очень хотелось, чтобы они думали, больше заботились о нас, продвигали наши интересы, защищали именно интересы жителей республики Хакасия, чтобы мы стали все-таки хорошей, не дотационной, а богатой республикой, так как у нас очень много ресурсов. Соблюдаются все необходимые меры, что очень немаловажно. И я призываю всех абаканцев принять участие. От вашего голоса зависит в том числе и судьба нашей страны. Честность и прозрачность в том числе зависят от внимательности наблюдателей. В день начала выборов в Абакане открылся Центр общественного наблюдения. Он круглосуточно работает на протяжении всего голосования. За ходом выборов следят все группы общественного штаба, а также волонтеры, всего более 600 человек. Кроме того, здесь организована горячая линия, на которую может обратиться каждый житель республики. Ну и главное новшество – установлены видеокамеры для трансляции в интернет всего того, что происходит в центре. Что в этом самое ценное? То есть, если произошел какой-то случай на участке и позвонил наблюдатель или позвонил гражданин любой, что он заметил какие-то нарушения, то вот эта вся система, за которой сидят наши волонтеры, они могут перемотать ситуацию назад и посмотреть, что же произошло на этом участке. И даже в случае, если вдруг погаснет свет, а это уже отработано, этого не должно произойти ни в коем случае, тем не менее, камеры будут продолжать писать. Ну а самыми первыми проголосовали жители отдаленных и малонаселенных пунктов. Для них в четверг организовали досрочные выборы. О настроениях избирателей в одной из деревень расскажет Наталья Гармашова. Раннее утро, но на избирательном участке в селе Бородино вовсю кипит работа. Члены комиссии признаются, перед выборами спать приходится меньше обычного. Слишком волнительный и требующий максимальной организованности процесс. А в эту кампанию ответственности еще прибавилось. Бородинская УИК впервые проводит досрочное голосование. Прошу членов комиссии с правом совещательного голоса и с правом решающего голоса присутствовать на опечатывании переносного ящика. Переносной ящик номер 1. Под строгой печатью и бюллетени, их 2 вида. В одном представлены политические партии, в другом кандидаты по одномандатному округу. Всю выборную атрибутику грузят в машину и в путь. Он лежит в деревню Полиндейка. Здесь комиссию уже встречает зав-клубом. В ДК расположится избирательный участок. На подготовку его к встрече сельчан полчаса. Важно развесить наглядную агитацию, организовать места для работы членов комиссии, тайного голосования. Конечно, с соблюдением мер профилактики ковида. У каждого члена комиссии имеется средства индивидуальной защиты. Маски, халат, перчатки. Идет обработка, термометрия. Каждому избирателю выдается перчатки, маски и индивидуальная ручка.
В Полиндейке 82 избирателя. Информацию о том, что выборы здесь будут идти досрочно, в четверг утром и лишь 2 часа, предварительно публиковали в районной газете. Дополнительно каждому жителю об этом сообщала староста села Нина Козыкова. Она и стала первым проголосовавшим избирателем. Насколько активны избиратели в Полиндейке? Вот обычно. Ну, раньше шли нормально. Вот мы проводили, у нас всегда, считай, 100% выборы были. Вот и сейчас один за другим сельчане потянулись на участок. В первые полчаса галочки в бюллетенях поставили больше десятка человек. Люди выкроили время и в домашних делах, и отпросились с работы. Обязанность наша – приходить, выбирать всех. А почему в первых рядах, а не к концу? Ну, чем быстрее поголосуешь, тем лучше. Государство-то должно существовать. Если мы не будем выбирать никого, значит и не будет государства. Досрочные выборы предусмотрены избирательным законодательством, но проводить их или нет решают исключительно теризбиркомы. Учитывается удаленность деревень и транспортная доступность к ним. В этот раз в Хакасии заранее проголосовали жители 41 села – Аскисского, Устебаканского, Таштыбского и Багратского районов. Здесь проживает свыше 1500 избирателей. Переносные ящики с использованными бюллетенями опечатали, отправили в сейфы участковых комиссий. Подсчитывать голоса начнут только после окончания основного дня голосования. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Борьба кандидатов была как никогда корректной. Так считает председатель Республиканского избиркома Александр Чуманин. В интервью «Радио России» Хакасия он также рассказал, как организовано видеонаблюдение на избирательных участках. Как сейчас идет у нас процедура предвыборная, потому что, насколько я знаю, допустим, 18-й год у нас был вне конкуренции по накалу и по насыщенности. Как в этот раз? Ну, вообще, кампания довольно-таки интересная идет, она довольно тоже насыщенная событиями и различными точками зрения. То есть кандидаты и партии довольно активно ведут свою избирательную кампанию. И, думаю, нашим избирателям есть из кого выбрать депутата Государственной Думы, в том числе и политических партий, и кандидатов по Хакасскому одномандатному избирательному округу. Были ли какие-то нарушения в целом? Как она прошла? Все ли СМИ, грубо говоря, исполнили вот эту процедуру полностью в полном объеме? Чем отличается эта кампания, то у нас отсутствуют жалобы на агитационные материалы, ролики, которые на совместные мероприятия, которые выходили в эфире телерадиоканалов. Основное количество жалоб, оно касается прежде всего агитации в интернете. Агитационная активность в интернете она увеличилась. Это веяние современной цифровой эпохи. Будут ли прямые трансляции голосования помимо центра наблюдения общественного, который в музее? Можно ли будет в свободном доступе дома посмотреть за ходом голосования? И есть ли какие-то нововведения, возможно, технические, в процессе видеонаблюдения? Смотрите, значит, что касается видеонаблюдения. Оно будет у нас организовано на 379 избирательных участках. Это те постоянные участки. Всего у нас в республике 382. Остальные мобильные, насколько я помню? Но они временные, так называемые временные участки. Один у нас в СИЗО, в следственном изоляторе, и два участка. Один в республиканской больнице имени Ремишевска, другой в межрайонной Саяногорской больнице. Но там по особому режиму, там не положено вести видеонаблюдение, поэтому там видеонаблюдение не будет установлено. В этом году оно у нас организуется двумя способами. 179 участках, на 179 участках установлены видеокамеры Ростелекомом. Они транслируют изображение на специальный портал. Чуть попозже еще вернемся к этому. На 200 участках размещены системы видеорегистрации с записью изображения на внутренний свой диск. Это местные власти устанавливают? Да, это правительство устанавливает, оказывает содействие избирательным комиссиям в этом плане. Все эти системы в круглосуточном режиме, начиная с 17 числа и по 20 сентября, будут в круглосуточном режиме писать изображения. Получается более 70 часов. Если говорить
об аналогах такого масштабного видеонаблюдения, то в международной избирательной практике такого нигде нет. Даже мало того, его вообще нет даже в тех странах, которые считают себя эталонами демократии. Вообще точки доступа для видеонаблюдения получат, во-первых, это политические партии, федеральные, региональные отделения политических партий, получат кандидаты, выдвинутые по одномандатным округам, получат избирательные комиссии, уполномоченные по правам человека, Совет по правам человека при президенте России, общественные палаты, так называемые центры общественного наблюдения, которые организуются общественными палатами субъектов. Кроме того, наблюдателями могут быть и простые избиратели, которые обратятся для того, чтобы быть, нужно обратиться просто в общественную палату, заполнить необходимую форму. И в дни голосования, 17, 18, 19, спокойно можно в Центре общественного наблюдения прийти и посмотреть, знакомиться, что происходит на избирательном участке. Александр Владимирович, большое спасибо, что нашли время в этот период и к нам пришли, рассказали. Мы желаем вам спокойных, тихих выборов, что все прошло без проблем, и мы как можно быстрее уже завершили эту процедуру и узнали, кто у нас будет представлять нашу Хакасию. В столице Хакасии дали старт исторической стройке. Началась прокладка теплотрассы в 9 и 10 жилые районы. Это позволит не только подключить жителей к центральному теплоснабжению, но и полноценно развивать там инфраструктуру. Новые районы располагаются на окраине Абакана по соседству со Скисским трактом и развязкой на пересечении с федеральной трассы на Кызыл. Все дома в частном секторе в основном топятся за счет угля, что негативно влияет на экологию. Теплотрасса даст возможность подключиться к централизованному теплу и тем самым снизить выбросы в атмосферу. Протяженность трубы 3 километра. Она будет идти от юго-западной тепломагистрали ТЭЦ, пересечет федеральную трассу и выйдет на улицу Солнечная. Там скоро начнется строительство школы на 250 мест. И уже через год к ней подведут тепло. Одновременно будут проложены трубы по соседним улицам. В перспективе сети охватят кварталы 2 районов, а это порядка 3000 жилых домов, 3 школы и 2 детских сада, которые построят здесь в будущем. Первый этап работы обойдется в 175 миллионов рублей, однако на то, чтобы обеспечить теплом все будущие соцобъекты и жилые дома, потребуется около 2 миллиардов рублей. И здесь городские власти рассчитывают на помощь федерального центра. В данном случае мы же решаем несколько проблем. Мы решаем проблемы, первое, как обеспечение социальных объектов инженерной инфраструктурой, так и решаем экологический проект. Конечно, нам необходимо участие в федеральных проектах, потому что для города и для компании СГК, даже нам совместно, это крайне сложная задача. В республике начался отопительный сезон. Первыми в четверг котельные запустили села в притаежной местности Орджоникидзевского района – Копьево и Приисковое. В пятницу подача тепла началась в Абазе, Сорске, Коммунарии и Вершине Тёи. Завтра отопление включают в Устьебаканском районе, а в республиканской столице в среду начнется прогрев социальных объектов, затем жилого фонда. Как отчитываются власти, проблем с запуском быть не должно. В этом году денег на подготовку к зиме было выделено на 60% больше, чем в прошлом – практически 200 миллионов рублей. Тем не менее, есть ряд проблем. В Багратском районе прокуратура через суд потребовала от коммунальщиков обеспечить нормативный запас топлива для сел Сонское, Знаменка, Пушное и Баграт. А в Абакане почти 80 многоквартирных домов не могут получить паспорта готовности из-за долгов перед теплоэнергетиками. Бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков смог добиться пересмотра приговора. Напомню, он осужден за тяжкое коррупционное преступление к 9 годам лишения свободы. Также суд назначил ему штраф в 60 миллионов рублей. Это 5-кратный размер взятки, за которую чиновник попал на скамью подсудимых. Однако Новиков воспользовался своим правом обжаловать приговор. В среду апелляционная инстанция решила смягчить наказание более чем в 2 раза – до 24 миллионов. В остальном приговор остался без изменений и вступил в законную силу. А это значит, имущество Новикова все равно останется под арестом. В частности, это земельные участки в несколько гектаров, нежилые помещения в Абакане, а также автомобиль Toyota Camry 2019 года выпуска. Бывшего чиновника задержали в мае прошлого года в момент получения части взятки в 2 миллиона рублей от подрядчика, который возводил новый корпус психоневрологического интерната в Туиме.
Сразу 8 медицинских учреждений строятся в селах Хакасии, и это значительный рывок по сравнению с прошлым годом. Тогда таких стройки было всего 2. И одни из тех, кому повезло на этот раз, жители Табата в Бейском районе. Там к концу осени появится новая медицинская амбулатория. О ходе работ Александр Дьяконов. Заманить работников медицины в село сегодня практически нереально. Возросший спрос на врачей в пандемию обнажил острейший дефицит кадров. Специалисты не едут в деревни, за редким исключением. В 2014 году уроженка Тувы и тогда еще студентка Иркутского медицинского университета Аида решила, что ее предназначение – лечить сельчан, и переехала в Хакасию, в маленькое село Табат Бейского района. С тех пор здесь и принимает своих пациентов в старом полуразрушенном здании. Зимой он тепло вообще не держится. Все дырка, это холодно. Замерзали ночью. И каждый год такие косметические ремонты делаем, они все равно каждый год. Не хватает. Да, не хватает. На год не хватает. Этому зданию уже больше 50 лет. Стена в помещении санузла отходит так, что сверху крыши сыпется песок, а зимой пробирается холод. Медработники переживают не только за свою безопасность, но и за здоровье пациентов. В этом году село попало в федеральную программу, и деньги выделили на строительство новой амбулатории. Здание соответствует количеству жителей села Табат и окружающих деревень. Оно будет порядка 280 квадратных метров. Все соответствующие службы, кабинеты, все предусмотрено. Сегодня амбулатория обслуживает не только Табат, но и окружающие деревни Усть-Кинберлу и Буденовку. В общей сложности более 2000 жителей. Весь медицинский коллектив – это 10 человек. При этом планов, сил и желания достаточно. Если учесть, что во многих населенных пунктах медицинской помощи просто нет. Неплохо было бы, если был бы открыт, наверное, дневной стационар и был бы физиокабинет. И очень хорошо было бы, если была открыта лаборатория. Потому что слишком проблематично населению приходится ездить в районный центр для сдачи анализа. Раиса Яковлевна работает в селе с 1989 года. Тех, кого она лечила детьми, уже выросли, у многих появились семьи. Все понимают, что порой без помощи людей в белых халатах приходится трудно. От этого и радуются строительству амбулатории как к чему-то своему. Мы очень надеемся, что в новом здании будут не только современные кабинеты, и какой-то детский уголок, чтобы, приходя с детьми, мамы могли спокойно их отпустить, дети могли поиграть, заняться чем-то. Пока это планы, обнадеживает, что скоро они станут реальностью. Строительство идет без задержек. Где-то к концу месяца уже начнут ставиться фермы под крышу. Ну и все, я думаю, по срокам мы с опережением еще идем. Там, если погодные условия будут позволять, я думаю, мы закончим раньше срока, где-то на месяц. Новое здание Табатской амбулатории планируют открыть к ноябрю, а значит, предстоящий зимний сезон сельские медики встретят в комфортных условиях. Александр Дьяконов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия. Благородство человека труда увековечено в уникальном издании. В свет вышел 2-й том книги «Трудовая доблесть Хакасии». Ее презентация состоялась в Республиканском музейно-культурном центре. В книге собраны истории кавалеров наивысшей советской награды Ордена Ленина. Это представители самых разных профессий – строители, механизаторы, чебаны, педагоги, врачи. 2,5 года потратили авторы на то, чтобы собрать информацию о судьбе каждого. Всего более 500 жителей Хакасии получили в свое время Орден Ленина. В живых осталось около десятка человек. Машинист экскаватора Виктор Голованов нашел рассказ о себе на первых же страницах. Более 30 лет отдал строительству в Хакасии. Организовал 4-сменный экипаж экскаваторов. Не считались ни с временем, ни с трудностями. Когда были и бытовые трудности были, все равно мы знали, что это надо работать, надо сделать. И мы это делали. Интерес всегда большой. И вот сегодня вы убедились, а я когда встречалась с людьми в доме, в квартире, вы знаете, люди плакали, что они вспомнили, что они собирают материалы, что о них расскажут. И мы сейчас, вот это только здесь первая ласточка, а мы будем проводить презентации по всем районам, рассказывать и встречаться там. Поддержать писателей и библиотечное дело решили депутаты. На заседании президиума они рассмотрели инициативу правительства по развитию хакасской литературы. О том, чем еще отметилась рабочая неделя в Верховном Совете, расскажет Константин Кравцов.
Хакасии появятся книги-памятники, а звание «Народный писатель республики» станет не только престижным, но еще и выгодным. 7 тысяч рублей к ежемесячной пенсии – стимул более чем ощутимый, хотя до настоящего времени звание «Народный писатель Хакасии» никому не присваивалось. Президиум Верховного Совета рассмотрел инициативу Министерства культуры республики поощрять выдающихся мастеров литературного слова. Проектом закона предлагается установить дополнительную ежемесячную надбавку к пенсии за почетное звание «Народный писатель Хакасии». Речь идет о сумме в 7 тысяч рублей. Деньги, как уверяют авторы идеи, предусмотрены в госпрограмме «Культура Хакасии». Пока в республике никому из писателей это звание не присваивалось. В случае принятия Верховным Советом законопроекта у тружеников пера появится хороший стимул. Еще один любопытный законопроект, рассмотренный на заседании Президиума, призван особо ценные библиотечные книги наделить статусом памятника. У нас есть библиотека, Библия начала XVIII века, есть несколько прижизненных изданий Толстого, несколько редких книг из личного собрания сочинений Николая Георгиевича Доможакова, несколько рукописных книг. Но самое главное – книги, которые были первые книги, изданные на хакасском языке. В данном случае речь идет о приведении республиканского закона о библиотечном деле в соответствие с федеральным, который изменился еще в июне. Устанавливать ценность изданий станет коллегиальный орган Центральной библиотеки. Мировые судьи смогут временно заменять друг друга. В данном случае речь идет о ситуациях, когда по каким-либо уважительным причинам судьи отсутствуют на участках. Для того, чтобы дело производства не тормозилось, в Верховном Совете подготовлен законопроект, устанавливающий, что временно замещать отсутствующего мирового судью будет коллега с ближайшего участка. Также уточняется понятие временного отсутствия. Теперь это будет не только болезнь, отпуск или иные уважительные причины, но и прекращение или приостановление полномочий мирового судьи. Есть у нас судебные с вами участки, где определен только один мировой судья, и поэтому в случае его отсутствия возникают, естественно, определенные сложности исполнения этих обязанностей. А нам необходимо, чтобы мировая юстиция работала для населения в полном объеме, независимо от того, есть там судья или нет там судьи. Избирательная кампания на финишной прямой. Для голосования отведено 3 дня с 17 по 19 сентября. И, как отмечает председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев, важно, чтобы выборы прошли в соответствии с законом. Я хотел бы призвать соблюдать все законы, которые установлены, ограничения, которые установлены при выборах. У нас, к сожалению, есть нарушения определенные, когда органы власти, местного самоуправления активно лоббируют тех или иных там кандидатов в депутаты публично, хотя законом все это запрещено. Запрещено и тем не менее. И даже появляется всякая ерунда. Вот тут есть обращение ко всему хакасскому народу из НР-РХСР, якобы Штыгашев, это любого с постановления берут эту мою фамилию, подпись, и дальше распространяют, что я предлагаю поддержать одного из кандидатов в депутаты этого Государственной Думы. И все от имени народа, всего хакасского народа. А где русский народ? А где белорусский? А чувашский народ где у нас? Всякие народы живут в Хакасии. Обращение. И вот это изготовили. Мешками раздают. Это с рынка Аскиза привезли. Вчера вечером. И сейчас в интернете везде это появляется, все это. Это ложь, обман, фейк. Но самое главное, я с другой стороны прошу обратиться и в органы наши. Кто вообще от моего имени, я никого не уполномачивал, никаких обращений делать. Я воздерживаюсь от этого. Когда мне задают вопрос, кого вы из 10 там, или сколько кандидатов в депутаты будете поддерживать, я всегда говорю, я не скрываю, за партию я буду голосовать, я член партии, за партию. А вот что касается кандидатов, вот у нас, говорю, 4 депутата Верховного Совета участвуют. Ну как я одному преимущество дам или другому? Это должны решить избиратели. Я бы хотел, собственно, призвать всех граждан Хакасии принять самое активное участие в выборах. Чем больше примут участие, тем выше оценка, скажем. Да.
Найти подходящий кружок для своего ребенка теперь будет гораздо проще. В помощь родителям в республике открылся модельный центр дополнительного образования. Это федеральный проект, который нацелен на развитие внешкольного образования. Найти информацию о кружке или секции можно будет на портале Госуслуг, где размещен специальный навигатор. Он поможет узнать обо всех направлениях в республике и выбрать то, что больше всего понравилось. Также в профильный республиканский центр закуплено специальное оборудование, благодаря которому дети смогут бесплатно заниматься робототехникой, научиться играть в шахматы, снимать видео с квадрокоптера, исследовать живые организмы с помощью микроскопа и многое другое. Общая стоимость проекта более 14 миллионов рублей. В открытии центра приняли участие эксперты из Москвы. Идеальная модель, идеальный мир в данном случае – это ситуация, когда запрос детей на 100% удовлетворен. То есть ребенок хочет пойти на тот или иной кружок и секцию, и этот кружок-секция обязательно есть, и в нем есть свободное место на этого ребенка. В музее Улуг-Хуртай-Ахтаз стало еще интереснее. Там появилась фотозона, в которой каждый может почувствовать себя хакасским ханом. Фотозона – это целая юрта, стилизованная под древний шатер. Внутри установлен трон и другие атрибуты правителя. Однако желающим примерить образ Кагана стоит подождать. Сейчас шьются костюмы, украшенные мехами и вышивкой, в которых и можно будет сфотографироваться на деревянном троне. Строительство юрты фотозоны стало возможно благодаря субсидии в 1 миллион рублей, которую учреждение получило на укрепление материально-технической базы. Улуг-Хуртай-Ахтаз – один из самых посещаемых музеев Хакасии. Здесь находится каменная праматерь, издревле почитаемая коренными жителями. В этом учебном году сразу в 11 школах уроки физкультуры проводят в обновленных спортзалах. Их отремонтировали в рамках нацпроекта «Образование». Что сделано на примерах 2 школ, показали нашему корреспонденту Виктору Бурову. Долгожданный праздник на открытие обновленного школьного спортзала в Усть-Бюре пришли всем селом. Это единственное место, где можно заниматься спортом, но капитального ремонта здесь не было с момента основания школы, более 60 лет. Теперь спортзал как новый. Больше всего открытию обрадовалась школьная волейбольная команда. Новый спортзал – это очень классно. Новые возможности. Можем теперь чаще играть, собираться. Очень круто. Мы будем развиваться, будем побеждать на соревнованиях. Будет здорово. Ну, ремонт вообще шикарный просто. Огромное спасибо от отца команды и всем строителям, которые это делали. Капитально отремонтировать спортзал удалось благодаря нацпроекту образования. Федеральный центр выделил почти 2,5 миллиона рублей. На эти деньги было проведено множество работ, в том числе заменены окна и постелили новый пол, который сгнил от времени. Заниматься в таких условиях было не только некомфортно, но и небезопасно. Вдохновившись новой обстановкой, волейболисты ставят перед собой амбициозные задачи – выиграть республиканское первенство. А спортом теперь решили заняться не только дети, но и их педагоги. В День учителя в Усть-Бюрской школе пройдет турнир по волейболу между командами учеников и учителей. Уже занимаются в обновленном спортзале ученики соседней станции Ербинская. Здесь за лето также провели капремонт. Строители смонтировали новое отопление, освещение, заменили окна, условия наравне с городскими школами. Здесь душевая кабина. Мы занимаемся очень активно, они выходят мокрые. Они могут здесь сполоснуться. Все созданы условия, чтобы все было хорошо. Им нравилось, комфортно, чувствовали себя как дома. Ремонтировать спортзал пришлось из-за того, что в школе летом прошлого года сдуло крышу. Кровлю власти не могли заменить долгих полгода. К делу даже подключилась прокуратура. Дети занимались в аварийном здании. Из-за влаги на стенах образовалась плесень, полы сгнили. Были опасения, что строитель не успеет к началу учебного года, но сегодня уроки ведутся по расписанию. Мне очень нравится здесь. Он очень большой, вмещаются все. И можно заниматься многими классами. Детей подготавливать к олимпиадам, к соревнованиям к различным, потому что мы в том году не так сильно принимали участие в соревнованиях, поэтому подготовка у нас начнется сейчас сильнейших соревнований. Всего в Хакасии по нацпроекту образования за последние годы было капитально отремонтировано более 60 спортивных залов, чтобы дети могли заниматься спортом в комфорте и с удовольствием.